Ошяктың елдәк кызымы, кыргыз кызымы ошундай хасида кийгәндер. Ул бәләкәй кыз икән, аның ошулай кыскарак кийгән. Шул ук вакытта менә ошундай яга сылбырның өстенән ошула икенче кат итеп таккандар. 6 июля для илишевцев был проведен обучающий семинар при участии представителей Всемирного Курултая Башкир, Республиканского центра народного творчества, движения северо-западных башкир «Без башкортлар» и организации «Мерген Уксы». В теоретической части семинара гости рассказали про историю и язык башкирских родов, населяющих территорию нашего района, про особенности женского и мужского башкирского национального костюма и про особенный вид спорта, приобретающего все большую популярность в республике – стрельбу из лука. Только в нашем районе, в Илишском районе, 6 родов. Только в Илишском районе. Всего, если вот северо-западный регион брать, это 15 родов. А если брать в целом Башкирию и в целом историческую Башкирию, включая Челябинскую область, включая Пермский край, там гайницы живут, там Самарская, Свердловская, то есть территория большая, там еще больше родовых образований. Сегодня люди все больше начинают интересоваться своей историей, своим родом, откуда, что это за деревня у них, да, как вообще их предки жили. Это, в принципе, очень интересно на самом деле. Как делились вот эти вот родовые образования, как они между собой общались, взаимодействовали и так далее. У каждого, на самом деле, у каждого рода был свой герб. Герб что включалось? Кош? Что такое кош? Птица. Агач? Тамга? Что такое тамга? А? Тамга. Это знак. Родовой знак. И уран. Боевой клич. У каждого рода, вот когда они друг на друга, там война идет, там же, это на самом деле каждый род это боевая единица. Это же было военное кочевое население, да? Много воевали. И чтобы знать, где находится какой род, где он правый фланг занимает, левый фланг занимает, где он вообще находится, кто там находится вот на той стороне опушки, да? Кто стоит. Для этого они кричали «Тохсаба», например, кто-то. И все понимают, что Тохсаба – это Тонгао. Детский турнир у нас проходит в Латах в дни весенних каникул. В этом году из-за пандемии, к сожалению, мы его пришлось отменить, пока перенесли. Может быть, получится осенью провести. В прошлом году у нас участвовало 25 детей со всей республики. Но это не предел, потому что, например, в подобном Шимбайском районе занимаются только 12 детей. То есть 12 детей стреляют из луков. И это дело все развивается. Создатель и руководитель организации «Мерген Уксы» Юлай Галиуллин вместе со своим сыном Тамерланом провели уникальный мастер-класс по стрельбе для илишевских ребят. Под проливным дождем самые стойкие юные лучники провели небольшой турнир, разделившись на 3 команды «Елдек», «Кыргыз», «Елан». Это уже не первое подобное мероприятие в Илишевском районе. Осенью 2019 года в рамках фестиваля АОАС Юлай Равкатович провел для учеников средней школы имени Талгата Рахманова мастер-класс по стрельбе. Тогда же он сообщил, что его проект удостоился гранта президента Российской Федерации, и главной целью теперь является внедрение этого вида этноспорта в район республики. А в ходе прошедшего семинара организация «Мерген Уксы» подарила Илишевскому району 100 стрел, 5 луков и стрелоулавливающие щиты. Это значит, что в скором времени и у нас появится свой клуб по стрельбе из лука для всех желающих. И будет он носить название одного из крупнейших родов башкир, а также название команды победителя прошедшего турнира «Елан». Алина Хадимуллина, телерадиокомпания «Илиш».